Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Одним из основных правозащитных органов в системе органов государственной власти являются органы прокуратуры. Нередко граждане идут в органы прокуратуры как в последнюю инстанцию. Какие обращения подлежат разрешению в органах прокуратуры, в какие сроки рассматривается и разрешается обращение, почему иногда прокуратура не принимает жалобу к своему производству. Об этом сегодня интервью со старшим помощником прокурора Республики по рассмотрению обращений и приему граждан, младшим советником юстиции Марией Колодезниковой. Мария Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Тема сегодняшнего интервью, пожалуй, актуальна для каждого. С какими обращениями можно идти в прокуратуру? В органы прокуратуры республики граждане могут обратиться по поводу нарушения законодательства со стороны органов местного управления, органов государственной власти и должностных лиц, а также организаций различных форм собственности. При этом важно отметить, что прокуроры не осуществляют надзор за физическими лицами. Поэтому принимаются обращения на жалобы или несогласие с действиями должностных лиц, организаций и органов госвласти, органов местного самоуправления. Скажите, а по каким вопросам граждане обращаются в органы прокуратуры все-таки чаще всего? Ежегодно в органы прокуратуры поступает свыше 20 тысяч обращений. Большая половина из них рассматривается самими прокурорами. Треть направляется по подведомственности в иные органы и организации. Как показывает анализ поступающих обращений, граждане чаще всего обращаются по поводу нарушения жилищных, трудовых, пенсионных прав, по поводу исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также при расследовании уголовных дел, при рассмотрении сообщений о преступлениях, либо при исполнении судебных решений. Скажите, а существуют какие-то обязательные требования к письменному обращению и каковы последствия, если их не соблюсти? Да, конечно, требования к письменным обращениям имеются определенные. Так, например, если гражданин обращается письменно, то он обязательно указывает в обращении наименование государственного органа, куда направляется обращение, должность лица, которому адресовано обращение. Если имеется информация о фамилии, имени, отчестве должностного лица, то это тоже указывается. Кроме того, обязательно заявитель должен указать сведения о себе. Это фамилия, имя, отчество, последнее при наличии, почтовый адрес, по которому необходимо направить ответ, либо уведомление о переадресации обращения. А также, конечно же, излагается суть заявления, предложения или жалобы. В конце ставится подпись и дата. В связи с широким развитием электронных ресурсов органы прокуратуры принимают обращения также в электронной форме. В электронном обращении заявитель обязательно также указывает сведения о себе, фамилия, имя, отчество, последнее при наличии, адрес электронной почты, по которому следует направлять ответ на обращение, либо уведомление о переадресации, а также суть самого обращения. Помимо этого, как к письменному обращению, так и к электронному обращению обязательно, не обязательно, но по усмотрению заявителя могут быть приложены документы. Кроме того, хотелось бы отметить, что чем подробнее в обращении излагается существо поставленного вопроса и сведения о допущенных нарушениях, тем правильнее и быстрее будет организована проверка по обращению, поэтому желательно, чтобы суть заявления, предложения, жалобы излагались максимально подробно. Вот после того, как обращение все-таки было принято, какие сроки предусмотрены законом для рассмотрения обращений, другими словами, когда заявителю стоит ждать ответа? Заявление поступающее рассматривается. В случае, если оно отвечает всем установленным требованиям, то принимается к рассмотрению. Вкратце еще хотелось бы остановиться на возможных решениях, которые принимаются в ходе рассмотрения обращения в случае несоблюдения требований к
обращению. Так, если обращение не содержит сведения о фамилии заявителя, об адресе почтовом или электронном, тогда ответ заявителю не дается. То есть обращение по существу оставляется без ответа. Вместе с тем, если в заявлении содержатся сведения о противоправных деяниях, то обращение может быть перенаправлено в уполномоченный орган. Если обращение не содержит достаточные сведения, необходимые для его рассмотрения, обращение в 7-дневный срок возвращается заявителю с одновременным уведомлением об этом. То есть есть много нюансов, которые связаны с ненадлежащим оформлением заявления и которые могут повлечь принятие иного решения, чем принятие обращения к разрешению. Так, в общий срок, если говорить о сроках, то общий срок проведения проверок по обращениям и дачи ответа заявителя составляет 30 дней. Вместе с тем, если имеются объективные причины, если объем проводимых проверок значительный и требуется большое количество времени, проверочных мероприятий, то указанный срок может быть продлен еще на 30 дней с одновременным уведомлением об этом заявителя. А если по обращению не требуется проведение проверки, например, гражданин обратился с задачей разъяснения правового характера, то ответ на такое обращение дается в 15-дневный срок. Вот ранее вы сказали, что примерно треть поступающих в органы прокуратуры обращений направляется в другие органы и организации. В каких случаях это происходит и в какие сроки обращение гражданина отправляется, скажем так, в другие руки? Да. Хотелось бы отметить, что помимо органов прокуратуры имеются еще другие органы контроля и надзора, которые контролируют исполнение законов в конкретной сфере. К примеру, Роспотребнадзор осуществляет надзор за соблюдением прав потребителей. Государственная инспекция труда реагирует на нарушение трудового законодательства. Орган внутренних дел рассматривает сообщения о преступлениях и так далее. Поэтому Федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации в статье 26 прямо предписывает органам прокуратуры не подменять иные уполномоченные органы контроля и надзора. В этой связи, если мы получаем обращение, которое подведомственно другому органу контроля и надзора, и при этом видим, что ранее данное обращение не являлось предметом их рассмотрения, мы в 7-дневный срок обязаны перенаправить обращение для рассмотрения по подведомственности. Поэтому гражданам необходимо прежде всего обращаться в уполномоченные органы и организации с учетом специфики поставленного вопроса, потому что, минуя уполномоченный орган контроля и надзора, если обратятся в прокуратуру, то это повлечет излишнюю трату времени на пересылку обращения из прокуратуры в уполномоченный орган. Поэтому желательно, чтобы изначально обратились граждане или представители организации в уполномоченный орган. А в случае несогласия с их ответами уже можно идти в органы прокуратуры с приложением их ответа уполномоченного органа или организации. Вот если говорить об этих органах контроля и надзора, то в какие органы и организации чаще всего прокурорами перенаправляются обращения граждан и организаций? Анализ рассмотренных в 2019 году обращений позволяет сделать вывод о том, что чаще всего обращения граждан и представителей организаций перенаправлялись в Государственной инспекции труда по Республике Саха-Якутия, Управление службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия, Роспотребнадзор по Республике Саха-Якутия, Государственный строительный и жилищный надзор по Республике. Поэтому в принципе, эти основные органы, они получают обращения из органов прокуратуры в порядке перенаправления. И следует отметить, что решение о перенаправлении обращений принимаются прокурорами в соответствии с указанным мной выше федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации, которое запрещает подмену иных органов и организаций. Так, и пример, если привести, то у нас на уровне органов прокуратуры имеется указание Генерального прокурора Российской Федерации об осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами, которое прямо предписывает направление обращений
в адрес главных или старших судебных приставов по субъекту в случае, если граждане ранее к ним не обращались. То есть, если поступило первичное обращение, которое не являлось предметом рассмотрения управления службы судебных приставов по субъекту, то мы перенаправляем обращение в их адрес для рассмотрения. Но вот если говорить о перенаправлениях, то по какой причине обращения, адресованные прокурору республики, бывает перенаправляются в прокуратуру района? Перенаправление в прокуратуру района, да? Ну, в органы прокуратуры республики в первую очередь рассматривает обращения, которые содержат сведения о нарушениях законодательства со стороны органов государственной власти, органы государственной власти поднадзорны непосредственно прокуратуре республики, то есть, а также на уровне аппарата прокуратуры республики рассматриваются обращения о несогласии с решениями, действиями прокуроров городского районного звена. А если обращение ранее не рассматривалось на уровне прокурора города-района, то согласно инструкции, которая утверждена приказом генерального прокурора от 30 января 2013 года номер 45, прокуратура республики направляет обращение для разрешения по существу в нижестоящую прокуратуру. Это решение принимается в 7-дневный срок с одновременным уведомлением заявителя об этом. Ну, конечно, вопрос, который я никак не мог не задать. Как часто обратившиеся в органы прокуратуры лица получают положительный результат на свои обращения? Так, ну, по каждому обращению органы прокуратуры должны провести полную всестороннюю объективную проверку. В случае установления нарушений законодательства принимается комплекс мер в целях восстановления защиты нарушенных прав граждан или представителей организаций. Так, ну, если приводить пример, то, например, по итогам 2019 года из 9900 разрешенных по существу обращений удовлетворено 2200. По этим обращениям выявлено свыше 8000 нарушений законодательства. В целях их устранения принято около 7000 мер прокурорского реагирования. Ну, как пример следует привести, например, по обращению местных жителей республики проводилась в 2019 году проверка по факту невыплаты спортсменам, являющимся победителями международных и иных соревнований, поощрений за 2018 год и недостаточности финансирования соответствующих расходов в 2019 году. Благодаря внесенному по обращению представлению в адрес правительства республики задолженность перед спортсменами за 2018 год в размере свыше 30 миллионов рублей полностью погашена, так же, как и задолженность за 2019 год на сумму свыше 50 миллионов рублей. Вот чтобы все правильно сделать, правильно составить обращение или, может быть, от него вообще отказаться, могут ли граждане получить предварительную консультацию по телефону? Куда и в каком случае можно обращаться? Да, конечно, в течение рабочего дня звонки от граждан принимаю лично я по номеру 36 26 06. По этому номеру я могу дать подробную информацию, куда и каким образом написать заявление, как обратиться к нам непосредственно в органы прокуратуры. То есть по интересующим вопросам именно вот в части порядка подачи обращений дается исчерпывающая информация. А в части консультирования по конкретной ситуации чаще всего консультирование не представляется возможным, поскольку без изучения материалов, без проведения проверки в большинстве случаев не представляется возможным по телефонной связи дать информацию исчерпывающую. Кроме того, по поводу регистрации обращения в органах прокуратуры граждане также могут получить информацию по телефону. Номер телефона 36 29 98. Звонить следует на этот номер на следующий день после обращения, либо на следующий, либо на второй-третий день. Так. Кроме того, адреса, контактные данные органов прокуратуры городского районного звена у нас опубликованы на официальном сайте прокуратуры Республики Саха-Якутия в разделе «Структура органов прокуратуры Республики Саха-Якутия». По этим номерам также граждане могут обратиться к своим районным городским прокурорам. Мария Борисовна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.
Это была программа «Актуальное интервью». Но о порядке обращения в органы прокуратуры мы сегодня разговаривали со старшим помощником прокурора Республики по рассмотрению обращений и приему граждан, младшим советником юстиции Марией Колодезниковой. До встречи в эфире.